Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, сегодня мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 102 сура Священного Корана, сура Ат-Такасур. Эта сура состоит из 8 аятов. И самое распространенное правило в этой суре – это основное удлинительные правила долготы, на что мы будем делать акцент на нашем уроке, иншаллах. Итак, первый аят. Аль-хакумут такасур. Звук «ха» нужно обращать внимание, чтобы она не приходила в звук «ха», так как «ха» и «ха» гортанные звуки. Итак, «аль-ха». «Аль-ха» удлинение у нас в размере двух огласовок. «Аль-ха». «Куму». А вот с огласовки «дамма» мы переходим на «та», применяя правила звуки, солнечные звуки. «Хуруф аш-шамсия». «Аль-хакумут така». То же самое в размере двух огласовок мы удлиняем. Вот здесь правило «ра». Буква «ра» в данном случае огласовка аннулируется, переходит в сукун, и она произносится твердо, так как впереди стоящий звук с огласовкой «дамма». И таким образом «Аль-хакумут такасур». Второй аят. «Хатта». Вот здесь нужно обращать внимание точно так же. Здесь «ха». Если в первом аяте у нас был «ха», а здесь «ха». Больше фрикативности. «Хатта». Удваиваем звук «та», а потом ударение в размере двух огласовок. «Хатта». «Зур». «Зай». Обычно «з». «Зай». Звук «зай». «Зур». «Ра» твердая. Так как впереди стоящий звук стоит с огласовкой «дамма», «ра» твердой будет. «Зур». «Хатта зур». «Туму». «Туму». «Та» мягкая, «мим» мягкая. И с огласовки «дамма» переходим на «лам». «Зур». «Хатта зур». «Тумул». «Тумул». «Ма». «Ка». «Каф» твердый. «Мака». Удлинение в размере двух огласовок. «Макабир». Вот в данном случае «ра» огласовка аннулируется над буквой «ра», а вот буква «ра» сама подчиняется впереди стоящей огласовке «касра». И таким образом получается мягкий звук. «Хатта зуртумул макабир». «Бир». Если в первом аяте у нас был «ра» твердое, «сур», а здесь у нас «бир». Итак, первые, вторые аяты. «Аль-хакумут такасур. Хатта зуртумул макабир». Третий аят. «Калла». Ударение в размере двух огласовок. «Калла сауфа». «Сауфа та'ламун». При остановке мы применяем, здесь сукун будет нун, 2, 4 или 6. Мы сегодня выберем, иншаллах, меру долготы, 2 счета, аль-каср. Итак, «Калла сауфа та'ламун». Вот звук «айн», чтобы она не была такой резко останавливающейся. «Та'ламун». Нет, такой немножко скользящий. «Та'ламун». «Та'ламун». Итак, «Калла сауфа та'ламун». Четвертый аят. «Сумма». Вот здесь у нас мим. Хуруф гунна, мим и нун. В данном случае мим у нас в размере двух огласовок. Мы удерживаем назализацию. «Сумма». «Калла». То же самое, предыдущий аят, правило в размере двух огласовок. Ударение. «Калла сауфа та'ламун». При остановке мы решили с вами долготу делать 2. «Та'ламун». Пятый аят. «Калла». «Калла». Ударение в размере двух огласовок. Здесь у нас мы пропустили
фатху, лау и сукун. Калла лау. Калла лау та'ламуна. Вот в данном случае, так как мера долготы здесь находится в середине, что является естественным удлинением мад таби'и в размере двух огласовок. Калла лау та'ламуна илмаль якин. Айн с огласовкой кесра. Если обратите внимание, звук получается. Нет, нужно обращать внимание на акцент делать на кесру. Илмаль якин. Каф твердый звук, но так как с огласовкой кесра, она переходит в мягкость якин. И при остановке кесра аннулируется под буквой нун, и переходит в сукун, и долгота у нас в размере двух огласов, как мы с вами здесь решили. Итого получается «Калла лау та'ламуна илмаль якин». Якин, я, нет. Так как мы при чтении видим, так как каф, и автоматически наш язык приспосабливается к твердому произношению кафа. И мы, распространенная ошибка совершается, звук «я» произносится с отголоском «а», «якин». Нет, нужно обращать внимание, чтобы она оставалась мягким звуком «якин». 6-й аят. «Ла таравунна». Правило, которое мы с вами проходили наверху, удержание звуков мим, нун с насализацией в размере двух огласовок, чтобы она удерживалась. Ла таравунна. Ла таравунна. С огласовки уходим на букву лям. Удерживаем в размере двух огласовок. Хочу напомнить, что удержание в размере двух огласовок и применение всех удлинительных правил подчиняется скоростью чтеца. На это обращайте внимание. Ла таравунналь джахим. Джахим. Вот так как после джима очень легко уходит звук ха в звук ха, нужно обращать внимание, чтобы фрикативности больше было. Джахим. При остановке уходит огласовка фатха над мимом и мера долготы в размере двух огласовок. Ла таравунналь джахим. Останавливаемся. 7-й аят. Сумма. Удержание насализации в размере двух огласовок. Ла таравуннаха. Ла таравуннаха. Удерживаем в размере двух огласовок насализацию. И ударение в размере двух огласовок, естественно, удлинение после звука ха. لا ترونها عين. Айн, мягкий звук. Айналь. Согласовки нун. Уходим на лям. Айналь якин. Вот то же самое вот слово якин, как и было в 5-м аяте, произносим, чтобы без изменений звука я в твердость и каф мягкость произношения. Сукун переходит в сукун у нас нун и в размере двух огласов, как мы с вами договорились. Сумма латаравуннаха айналь якин. И последний аят на сегодня, 8-й аят этой прекрасной суры. Сумма, то есть удержание насализации в размере двух огласовок. Латус алунна, латус хамза должно произноситься четко, ясно, открыто. Латус алунна, удержание звука нун с насализацией в размере двух огласовок. Яума и зин, четкое произношение хамзы и танвин кесра. Так как после идущий звук айн, гортанный звук, а это правило является правило изхара, ясное произношение танвина, и поэтому яума идин нун произносим. Яума идин анин. Вот здесь нужно очень обращать внимание на
как и во всех случаях, но здесь одна из самых распространенных ошибок. Анин, анин, если медленно произносить, получается анин наим, анин наим. Нужно четко, ясно договаривать огласовку кесра под буквой нун, чтобы этот звук не уходил в звук анин, не, чтобы этого не было. Итак, нин. С огласовки уходим на удвоенный звук, в размере 2 огласовок удерживаем. Анин, нин. Нужно договорить огласовку кесра, чтобы не получил звук ане. Анин наим. При огласовке аннулируется, переходим на сукун. Долгота у нас 2 счета, и получается 8-й аят в конечном итоге. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Итак, мы постараемся сейчас обращать внимание, ваше внимание на то, что при слитном чтении оставляются огласовки, и твердость звука ра уйдет, и мягкость звука ра уйдет, и в слитном чтении мы будем отдаляться от той меры огласовки, удлинения, которую мы с вами выбрали, 2, она остается, 4, 6 будет аннулироваться. И при слитном чтении она будет переходить в естественное удлинение, которое мы с вами сегодня применяли. Итак, при слитном чтении у нас будет выглядеть таким образом. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. При остановке в таком чтении у вас появляется право выбора 2, 4 и 6. Но мы выбрали 2 огласовки, и на этом мы остановились. На этом сегодняшнее занятие мы завершили. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.